Мобильная клиника при Национальном госпитале в Бишкеке была введена в эксплуатацию в сжатые сроки. Строительство и закуп оборудования были полностью профинансированы узбекской стороной. Здесь для пациентов созданы все условия. Между договоренностью с правительством Кыргызстана и Узбекистана нам была подарена мобильная клиника, общий коечный фонд 174 на 29 контейнерах. Поэтому там были совсем условиями. Все горячие, холодная вода имеется, телевизор имеется, отопление электрическое. Я думаю, в этом году тоже этого мобильной клиники используем. Для наших больных очень удобно. Зимой мы перезимовали, никаких трудностей не было. Поэтому еще раз мы выражаем благодарность руководству Узбекистана за прекрасную оказанную помощь в виде мобильной клиники для населения Кыргызстана. Поскольку в настоящее время эпидемиологическая ситуация в республике постепенно стабилизируется, в мобильной клинике временно разместились отделения проктологии и трансфузиологии Национального госпиталя. Так как у нас идет ремонт, мы временно размещены в этом корпусе. Очень просторные коридоры, палаты хорошие. Каждая палата, как говорится, обеспечена горячей холодной водой, отоплением, кондиционером. Есть телевизоры. Очень удобно для лечения больных. Также при помощи соседней страны аналогичные мобильные госпитали были открыты в Баткенской и Чуйской областях. Узбекистан – одна из первых стран, которая оказала поддержку Кыргызстану во время пандемии. Из соседней республики были отправлены кислородные концентраторы, респираторы и другие медицинские изделия. Две страны будут и дальше укреплять сотрудничество в области здравоохранения. Ожидается, что в рамках государственного визита президента Садыра Джапарова в Ташкент будут достигнуты соглашения в этом направлении. Учитывая, что 97% лекарств в Кыргызстане завозятся из-за рубежа, а в Узбекистане работают предприятия по производству медпрепаратов, есть уверенность, что оживление торговли в этом направлении будет эффективным. В советский период было завода, фармацевтического завода на территории Узбекистана. Здесь будут переговоры, насколько мы можем, легче соседей купить, нежели, и тут транспортировка. Если все с качества, спецификация все соответствует, мы в этом плане и, наверное, дешевле будет, и быстрее доставка. В этом плане тоже будут переговоры. Впереди ожидается подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве стран в области здравоохранения, что влечет за собой проведение совместных научно-практических конференций, мастер-классов и обмена опытом. Даяна Джумабекова, Тимур Садагалиев, Ала-То 24.